Добрый день, уважаемые слушатели. Вот наступила пятница, и мы с вами можем немножко пообщаться уже в неформальной обстановке и решать серьезные педагогические проблемы с некоторым юмором. Цель нашей сегодняшней встречи – обозначить, как общаться со сложным ребенком в семье, дома, и как общаться с таким ребенком в условиях образовательного учреждения, конкретно детского сада или школы. И название наше непростое. Все, конечно, знаете слова «сказка, ложь, да в ней намек», «добрым молодцам урок». Но обычно мы сказки читаем с целью, чтобы обучать детей, воспитывать детей, рассказывать, как надо себя вести, обучать их правилам поведения. А вот сегодня я бы хотела, чтобы такую замечательную сказку, как «Приключения Буратино», мы с вами попробовали спроецировать на себя, на взрослых. Так, у нас что-то получилось. Так, сейчас разберусь. Да. Посмотрите, когда мы с вами чувствуем себя неуверенно, когда мы чувствуем себя, что мы не справляемся с ребенком, когда нам непонятно, что нам нужно сделать с ребенком, мы обращаемся обычно к опыту наших родителей. И, как правило, опыт этот носит несколько агрессивный характер. Нам говорят, надо наказать ребенка, надо приструнить ребенка, надо призвать его выполнять правила. И очень часто сегодня получается совершенно наоборот. Чем строже мы общаемся с ребенком, тем более агрессивным он становится. Вот посмотрите, а вообще всегда ли это плохо, когда ребенок активный, энергичный, подвижный? Нет, не всегда. Вообще здоровый ребенок должен быть активный, подвижный и энергичный. Он практически не должен останавливаться, он должен рисовать, двигаться, слушать книжку, двигаться, петь песню, двигаться. Посмотрите, что у нас происходит. Дети-то у нас сегодня очень активные, очень подвижные, но при этом они могут быть совершенно интеллектуально развитыми. И мы знаем, что дети сегодня очень быстро осваивают любые гаджеты и значительно успешнее пользуются ними, чем более взрослыми людьми, чем более взрослые люди. Так, я думаю, что все слышали, я думаю, что, ну вот опять. Так. Нет, никак у меня. Я думаю, что все слышали такую аббревиатуру СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я хочу предостеречь всех, кто это слышал, и кому такие слова говорили, для какого ребенка ставили такой диагноз. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Во-первых, выставлять такой диагноз имеет право только узкий специалист, конкретно психиатр. Когда приходят на консультацию родители со своими детками и спрашивают, вот у нашего ребенка СДВГ, что нам делать, я спрашиваю, а кто ему выставил диагноз-то? Мне говорят, нам сказали в детском саду, нам сказали в школе, нам сказал учитель, нам сказал воспитатель. Так вот, педагоги вообще не имеют права таких слов произносить в отношении ребенка. А тем более выставлять какой-то диагноз, что у ребенка СДВГ, это граничит с профессиональными нарушениями. Вы, как только, если вы увидите у ребенка вот такие признаки поведения, вот такое изменение в поведении, то, что здесь перечислено, самое разумное, вам надо обратиться к психиатру, рассказать, какие у вас проблемы с ребенком, как ребенок себя ведет в разных местах, как он ведет себя дома, как он ведет себя в общественных местах, как он ведет себя в детском саду. И я думаю, что узкий специалист, продиагностировав ребенка, посмотрев на ребенка, понаблюдав за ребенком, он вам даст хорошие советы и построит маршрут и лечение ребенка, и образовательный маршрут, тот, который вашему ребенку будет полезен и необходим. Так, ну а теперь вернемся к сказке. Итак, сказка «Золотой ключик». Ну, если мы говорим о сказке «Золотой ключик», то вы, конечно, очень быстро догадаетесь, что
у нас, чья это характеристика? Импульсивный, агрессивный, не знает, как себя вести. Могут быть непонятные проявления агрессии, немотивированная агрессия, может быть агрессия, направленная на самого себя. Этот ребенок не может остановиться, никакие призывы, никакие угрозы не помогают нам организовать поведение этого ребенка. Ну и открываем следующий слайд, и здесь у нас написано, кто же это. Это замечательный деревянный мальчик Буратино. Обратите внимание на внешний вид Буратино. Вот он только-только появился на свет. Только-только папа Карло его выстругал из бревна. Посмотрите, какой он нескладный, неуклюжий. В моторном плане у него очень много проблем. У него дисплазия лица. Кроме дисплазии лица, мы еще и видим, что у него нарушение, огромный нос, который может привести этого ребенка к каким-то серьезным проблемам. Итак, наш Буратино. Посмотрите, он еще без одежды. Папа Карло отправился на рынок, чтобы продать свою куртку и купить все для Буратино. И наш маленький Буратино остался в опасности. И так происходит с нашими детьми. Когда мы их накормили, мы их одели, мы их окружили какой-то заботой. Но вот когда мы им не организовали 100% безопасные условия, мы можем получить очень плачевные результаты. Наш Буратино вот в таком виде попал под крысу Шушу. Что же с ним происходит? Когда Шушеру отогнали, Буратино получил замечание от первого педагога, который встретился на его пути. Это всезнающий Сверчок. Сверчок не обратил внимания на то, что Буратино только-только появился на свет. И что Буратино еще даже не поел, и что он без одежды, и что он попал в серьезную, опасную для его жизни ситуацию, на него напала страшенная крыса. И при этом премудрый Сверчок стал учить Буратино вести себя правильно в условиях, в которых он проживает. Он ему стал говорить, что если он будет так себя вести, то он много бед получит на свою голову. Так, уважаемые родители, давайте мы посмотрим, насколько мы создаем детям нашим условия безопасности, когда мы точно можем знать, что ребенок чувствует себя комфортно, не просто накормлен, не просто одет, не просто мы ему купили массу игрушек, а насколько ребенок чувствует себя в безопасности. Не случайно психологи сегодня говорят, наши детки в детский сад должны идти после 4 лет. Тогда они могут принять эту ситуацию общественного воспитания, тогда для них легко принять правила детского сада. Но реалии таковы, что мы отдаем деток в 1,5 года, а сегодня идет тенденция к тому, чтобы возвращать детей в ясли и принимать детей с 2 месяцев, так как написано у нас во всех нормативных документах, обеспечивающих образование в нашей стране. Так вот, условия безопасности являются, наверное, одними из самых главных. Безопасность – это комфорт. Вы знаете, в моей практике были детки, которые не хотели идти в детский сад по самой простой причине. Ребенку не дали хороший, комфортный, теплый горшок. И маленький ребенок помнит, как ему некомфортно в туалете, а это все-таки область интимных наших потребностей, которые должны быть удовлетворены, ребенок не получает. Так, и мы с вами можем дать оценку премудрому Сверчку. Он очень мудрый, он знает, как надо делать правильно, но он не учитывает особенности ребенка, с которым он встретился. Он не смотрит на то, какая ситуация, а просто транслирует те правила, которые он за много-много сотен лет выучил. Давайте к
К следующему персонажу обратимся. Следующий педагог. Естественно, Карабас-Барабас. Задам вопрос, уважаемые слушатели. А Карабас-Барабас – это хороший педагог или плохой педагог? Он хорошо выстраивает свои отношения с детьми или плохо выстраивает отношения с детьми? Посмотрите, это артисты его театра. Считайте, что это дети его. Они прекрасно одеты. Они все аккуратно, презентабельно выглядят. Они обучены, они умеют петь, они умеют танцевать. И если театр Карабаса-Барабаса пользуется успехом, и туда идут на спектакли люди, значит, Карабас-Барабас хорошо учит своих подопечных. Или это все-таки очень злой человек, у которого в руках огромная плетка. Трудно ответить. Непонятно, плюс это или минус. А мы с вами знаем, нам говорили раньше, надо учить кнутом и пряником. Ну вот Карабас-Барабас выбрал кнут и получил достаточно высокий образовательный уровень. Он научил кукол танцевать, петь, и это искусство востребовано другими людьми. Поэтому Карабаса-Барабаса мы с вами берем за эталон учителя и попробуем сравнить поведение остальных взрослых, остальных педагогов, которые встречают Буратино на своем пути. Вот он здесь у нас такой улыбающийся. Он даже, вы помните, преследуя свои определенные цели, подарил Буратино несколько золотых. А вот эти двое, они ведь тоже чему-то учат. Они ведь тоже, по большому счету, педагоги. Посмотрите, насколько они непрезентабельны. Посмотрите, они внешне неаккуратны, неопрятны, а они хитрые, они ведь очень злые. Мы помним, что они сделали с Буратино в последнюю свою встречу. Подвесили его за ноги к дереву. Скажите, пожалуйста, а почему Буратино, видя вот таких взрослых, не побоюсь этого слова, собственно, они его чему-то учат, значит, они педагоги, они его ведут за собой. Почему он за ними пошел? И почему наши дети не всегда ориентируются на внешний вид людей, которых они встречают? Им они не всегда боятся тех взрослых, которые к ним подходят. А мы бы хотели, чтобы у нас была уверенность, что наш ребенок не подойдет ни к одному злоумышленнику. А Буратино пошел. Потому что вот эти два персонажа, вот эти двое взрослых, они узнали потребность, самую главную потребность Буратино. Они узнали его самую главную мечту и решили, что они, обманув его, замотивируют пойти с ними и денежки у него отобрать и оставить его ни с чем. Посмотрите, как Буратино улыбается. А всего-то несмышленый мальчишка, потому что опыта у него нет. Он не знает, что его можно обмануть. Он знает, что вот эти вот двое, если они разговаривают ласковым голосом, если они ему что-то обещают, если они ему говорят, что они исполнят его мечту, а мечта-то ведь у него совершенно великая. Он хочет вырастить дерево, чтобы там было много золотых, и он пошел бы и купил папе Карло куртку. Смотрите, какая мечта у ребенка. Сделать не для себя, а сделать для любимого папы Карло. Но эти два человека, которые, общаясь с Буратино, показали ему, что взрослые бывают очень добрые, взрослые бывают очень сговорчивые и обещают очень много. В конечном итоге совершенно злодейски расправляются с Буратино, повесив его вверх ногами на дерево. И они превращаются, естественно, в Карабаса-Барабаса. Вот изумительный персонаж сказки. Черепаха Тортилла. 300 лет черепахи. Живет она в своем пруду. В этом пруду 300 лет не менялись правила. 300 лет ничего не менялось. У нее замечательные черепашки и лягушки, которые подчиняются ей. И вдруг
в этот тихий-тихий омут падает совершенно громкий заводной мальчишка. Черепаха Тортила, давайте попробуем, дадим ей оценку как педагогу. Она много знает, она опытная, она мудрая. И она знает, что если у нее останется такой замечательный мальчишка, как Буратино, вся жизнь у нее изменится абсолютно. Перестанет быть комфортной, перестанет быть тихой, перестанет быть спокойной. На что решается черепаха Тортила, чтобы решить свою проблему? Как, собственно говоря, и предыдущие наши педагоги, в кавычках, тоже решали свою проблему. Карабас, Барабас, Сверчок, они все решали свою проблему. Вот точно так же и Тортила. Она решила его подкупить. И отдает ему то ценное, что у нее есть на сегодняшний день. Это золотой ключик. Ей, собственно говоря, он не нужен. И она рассказывает историю золотого ключика Буратино. Она отдает Буратино золотой ключик. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в семьях, и есть ли у нас в образовательных учреждениях такой момент, когда мы тоже покупаем детей? Когда мы говорим, даешь суп, дам конфету. Мы опять решаем свою проблему. Нас не очень волнует ситуация, чего хочет ребенок. Он суп хочет или конфету. Но мы его пытаемся купить. И мы ему говорим, давай, дорогой Буратино, наш дорогой ребенок, будешь делать хорошо, будешь делать удобно для нас, тогда ты будешь получать за это награду. Но ведь она Тортила мудрая не только потому, что она знает, как решить проблему. Она мудрая еще и потому, что она знает, как сделать, чтобы Буратино больше не возвращался к ней. Она ему дарит золотой ключик и рассказывает Карабасу-Барабасу, где найти Буратино, чтобы больше Буратино никогда не падал к ней в тихий омут. И больше никогда ее не тревожил своими шумными разговорами и какими-то шумными действиями. Замечательный педагог. И я вам хочу сказать, что я в своей практике таких педагогов видела. Мы тоже в образовательных учреждениях с вами иногда предлагаем детям. Вот вы сейчас сделаете что-то, то, что надо педагогу, и педагогу в этот момент не очень интересно даже спрашивать, что хотят дети, да? А потом вы сможете поиграть. Давайте мы с вами согласимся. Как часто мы спрашиваем у детей, что ты хочешь вначале сделать? Поиграть или мы с тобой вместе пойдем сейчас обедать? И как часто мы выполняем вот эти просьбы детей, эти решения детей, как часто мы даем детям выбор? К сожалению, очень редко. А начинать давать выбор нужно детям в период кризиса 3 лет. Вот очень часто на консультациях родители рассказывают о своих детях в период 3 лет, кризиса 3 лет. Они говорят, мы не знаем, что делать, потому что идут сплошные крики, сплошные капризы, дай, отдай. Ну, вот у нас сейчас дома начинается этот же период. Попробуйте дать ребенку на выбор. Он вам говорит, дай пить, дать конфету. Так все-таки что тебе? Дать пить или дать конфету? Вот когда ребенок встает перед выбором, тогда ему, собственно говоря, некогда кричать. Он должен подумать, что ему надо больше. Давай мы с тобой подумаем, давай мы с тобой решим. Ты сегодня будешь играть очень долго. Ну, посмотри, вот, даже можно привлечь часы, показать, сколько времени. Или ты немного поиграешь, а потом мы пойдем с тобой гулять. Самый простой выбор. Ну, для девочек он вообще простой. Когда мама не просто говорит, ты сегодня наденешь это платье, ты не наденешь, мы завяжем этот бантик. Когда вы ребенку даете возможность выбрать, какое платье ты сегодня наденешь, какой бантик мы тебе сегодня завяжем, с какой машинкой ты сегодня пойдешь в детский сад. Ребенку надо давать выбор. И тогда, когда у него придет возраст подростковый, и когда он должен будет выбирать между
интересным собеседником и собеседником не очень интересным, но похожим очень сильно на лису Алису и кота Базилио, он, наверное, научится делать правильный выбор. И таким образом наша мудрая черепаха, которой 300 лет, превращается в Карабаса-Барабаса. Ну, а это самая замечательная девочка в книжке. Вы знаете, когда я готовила эту презентацию, я смотрела одну статью, там было написано: Мальвина – это образец поведения. Мальвина – это самая лучшая девочка практически во всех сказках. Она просто красивая, да, но никак не образец поведения и никак не лучшая девочка. Давайте попробуем разобраться. Мальвина – это хороший педагог или не очень хороший педагог? И почему она превращается в Карабаса-Барабаса? Очень просто. К ней пришел мальчишка, который в жизни не знает, что такое учеба, что такое ручка, что такое письмо. А эта девочка, которой нужно самоутвердиться, она же самая красивая, она же была самой лучшей актрисой у Карабаса-Барабаса. А теперь ей надо тоже стать кем-то самым лучшим. И ей повезло, пришел Буратино к ней. Тогда она решила, что она будет учителем. И просит Буратино написать такую замечательную фразу: «А роза упала на лапу Азор». Ну, естественно, Буратино, который никогда в жизни не видел ни ручки, ни чернил, а так как он у нас парнишка-то очень любознательный, он залезет не только в чернильницу носом, он залезает в любую дырку, которая перед ним появляется, и это мы знаем, начав читать сказку. Наш Буратино начинает исследовать те предметы, которые уважаемая Мальвина перед ним разложила. Так как он не знает, как ими пользоваться, он это ничего не сделать не может с этими предметами. Но и все помнят, как он замечательно сказку, как он загадку замечательно решал, да? Когда она ему предложила решить загадку, когда он должен поделиться яблоками с некто, он сказал, что он некто яблок не даст. О чем это говорит? То есть Мальвине совершенно не интересен сам ученик, который перед ней сидит. Что он умеет, чего он не умеет, что у него получается, что он знает вообще о том, что такое учеба. Пока он бегал только по болотам и по каким-то полям, а пришел к ней, она его посадила за красивый стол в красивом саду, она ему дала самые красивые предметы, и вдруг обнаруживает, что его, собственно говоря, презентабельность этих предметов-то не интересует. Он-то бы хотел узнать, что с ними делать. И, соответственно, начинает что-то делать с этими предметами. Ну и какой результат? Мальвина обиделась на Буратино за то, что Буратино не принял ее как учителя. А ей совершенно все равно. Какой образовательный уровень у Буратино, какой у него опыт. Ей нужно было реализовать самое себя. И, собственно говоря, ей совершенно было безразлично, что там с Буратино происходит. И она придумывает злейшее наказание для Буратино. Она его сажает в страшную темную кладовку с пауками. И говорит, что он там останется до утра. Но еще лишит его, может быть, сладкого. Так что наша замечательная девочка с голубыми волосами, которая взяла на себя роль учителя, превращается в Карабаса-Барабаса. Но не везет парнишке. Никак у него не получается с теми людьми, которые его окружают. Так сказать, предполагаемые педагоги. Те люди, которые ведут его за собой. Но и остался у нас один взрослый, очень интересный. Вот сейчас мы с вами будем тоже решать, а какие же формы общения, какие формы поведения принял на себя известный папа Карло. Итак, как Буратино, вспоминаем, попал к папе Карло и в виде чего? В виде бревна, в виде полена. Папа Карло не знал, что это будет замечательный Буратино. Он попробовал что-то из него вырезать.
И папе Карло тоже нужен был помощник. Он изначально планировал себе помощника, который бы ходил с ним по улицам, пел песни, а он бы играл на шарманке. Но когда появился вот этот мальчишка, деревянный озорной, он так проникся к нему любовью, что продал последнее, что у него было, куртку, и купил для него азбуку. Он его накормил, он его одел, он дал ему азбуку, потому что все должны получать образование. Такая позиция у нас у всех взрослых. Да? Мы сегодня, когда смотрим на своего ребенка, мы все время думаем, Господи, как бы нам его развить? Что бы нам такое еще придумать, чтобы его развить? Мы его отдадим в шахматы, мы его отдадим в какие-то кружки, в театральное, музыкальное, футбол, все что угодно. Мы, правда, при этом не спрашиваем, а что хочет. Сам-то ребенок, он вообще чего-то хочет. И, вы знаете, мне приходится иногда на консультациях видеть детей уставших. Они просто устают от этой беготни по кружкам. Вместо этого, я думаю, было бы больше пользы от общения с мамой, от общения с папой, от общения внутри семьи. Когда просто вместе сели и вместе порисовали. Это не важно, что вы не умеете рисовать. Главное, возьмите карандаш, возьмите фломастер, нарисуйте вместе с детьми мячик, дорожку, птичку. Сегодня столько много литературы, которая обучает самым простым приемам рисования. Почему мы не можем нашего ребенка обнять, приласкать и начать учить его вязать? Можем. При этом мы будем разговаривать, при этом мы будем общаться с нашим ребенком. При этом мы будем передавать свой ценный опыт, который мы имеем огромный. Вы знаете, мы для наших детей стоим на таких огромных пьедесталах, что дети не могут до нас дотянуться. А раз они до нас дотянуться не могут, значит, они начинают искать себе тех, которые их поймут и примут. То есть это те Алисы и те Базилио, которые с удовольствием решат свои собственные проблемы за счет проблем наших детей. На консультациях обязательно советую родителям. Рассказывайте детям о своем детстве. Рассказывайте детям, что у вас тоже не все получается. И не все получалось. Расскажите детям о том, что вы получали в школе двойки. И как вы переживали по этому поводу. И кто вам помогал. Ребенок должен убедиться в том, что если с ним что-то в жизни происходит, то первые люди, к которым он должен прийти со своей бедой, прийти со своей проблемой, это мама и папа. Давайте вспомним такую простую жизненную ситуацию. В детском саду вы забираете ребенка, так, что-то произошло в группе, и вам воспитатель начинает рассказывать, что ваш ребенок сделал что-то неправильно. Кого-то обидел, что-то разбил, что-то порвал. То есть его уже наказали. Его уже наказали, и воспитатели сказали, что он не прав. Сказали ему, как надо себя вести. И вот мама или папа идут с ребенком домой, и они, извините за такое слово, обсасывают эту ситуацию. Мама и папа говорят, мне стыдно за тебя, что ты так себя ведешь. Скажите, пожалуйста, вы же не были свидетелем этой ситуации в группе. Вы не видели, что там произошло. Вы не знаете, кто реально виноват в этой ситуации конфликтной. Но ребенка наказали уже после происшествия. И вы еще всю дорогу разговариваете с ним о том, что он сделал плохого. При этом вы забыли сказать ребенку, что вы целый день скучали о нем. Вы забыли сказать ребенку, что вы мечтали об этих минутах встречи. Вы забыли сказать ребенку, что вы сейчас будете делать дома, какой рисунок вы будете рисовать, какую аппликацию делать, какую лепку будете делать, какую книжку будете читать. То есть ребенок не знает, чем вы займетесь. Но мы с вами на протяжении достаточно длинного времени промываем ему мозги.
Потому что нам надо решить свою собственную проблему. Как той самой девочке с голубыми волосами. Ей не интересно, что происходит с Буратино. Самое главное, ее позиция, собственные ее желания. Так вот, вернемся к нашему уважаемому папе Карло. Итак, Буратино не планировался. Да? Это все произошло случайно. Не очень трезвый друг у папы Карло обнаружил говорящее бревно. Собственно говоря, судьба-то у этого полена была какая? Он должен был сожжен в печи. И все. И не было никаких проблем. Ни у кого. Ни у папы Карла, ни у Буратино. Но так получилось, вот так случилось, что появился вот этот мальчишка с ужасным длинным носом, которым отличается от всех других детей. Но вот он отличается от других детей. Но ведь не он себя сделал. Он ведь ни у кого не просился. А так получилось, что вот он появился на свет и решает какие-то свои проблемы. А папа Карло, который проникся любовью к этому деревянному мальчишке, отдал последнее, что есть. Посмотрите дальше, как нелогично он себя ведет. Он купил ему азбуку, дал ему азбуку. Посмотрите, даже на картинке видно. И он его просто куда-то отправляет. Он ему говорит, иди в школу. Буратино знает, что такое школа? Нет, не знает. Буратино знает, где находится школа? Нет, не знает. Он знает, что делает в школе? Нет, не знает. Тогда поведение папы Карло мы как оцениваем? Это правильное поведение или нет? Он молодец, что он отправил Буратино одного. Или все-таки мы с вами, памятуя, что есть какие-то определенные правила педагогики, говорим, нет, он должен был взять его за руку. Мы же берем наших детей 1 сентября, да, красивыми, с цветами, с новыми портфелями и приводим в школу. Ну, попробуйте кто-то, отправьте ребенка одного, это же будет вообще скандал. А здесь отправил. А результат какой? Он в школу пришел? Нет. Он в школу не пошел. Ну, просто, опять-таки, потому что он не имеет опыта. Он не знает, что такое школа. Но он, как обычный ребенок, увидел театр, увидел развлекаловку и отдал, что у него была самая ценная азбука, и пошел в этот театр. Все. Он не знал, что его вот этот поступок приведет к целой серии очень страшных событий. А это страшные события. Это страшно ребенку сидеть одному в поле, закопать туда золотые денежки и ждать, когда там что-то. Это страшно упасть в пруд. Но он, преодолевая все эти трудности, в конечном итоге приходит к интересному, изумительному результату. Он приобретает опыт. И вот этот опыт помогает Буратино стать вот таким замечательным мальчишкой. И получить еще в подарок за все свои мыторства, получить в подарок замечательный, красивый кукольный театр. Я вот сейчас выскажу свое собственное отношение. Мы очень часто берем на себя решение всех проблем детей. У нас сегодня мир такой, жизнь такая, что мы не только проблем решаем детей, но решаем детей очень многих вещей, которые раньше нас развивали. Я всегда с удивлением смотрю на велосипед, на котором сидит ребенок, но педалями не крутит. Его везут взрослые, толкая этот велосипед. Тогда скажите, пожалуйста, а велосипед для чего нужен? Для того, чтобы ребенок физически окреп? Для того, чтобы он развивался? Сегодня много детей приходят на консультацию к логопеду с нарушением звукопроизношения, когда начинаешь задавать самые простые вопросы. А ребенок-то пьет из чашки? Нет, не пьет. Он из паильника пьет. Из паильника это замечательно. Это для мамы замечательно. Эта мама будет гарантированно освобождена от того, что ей надо что-то мыть, убирать за ребенком. А во сколько лет дети начинают самостоятельно есть ложкой?
То есть мы вообще лишили. Я уже не говорю о таких вещах. Раньше у нас были пуговицы, замки, крючки. Сегодня у нас липучки, которые применяет ребенок, и ничего у него не развивается. А вспомните, у нас там был первый файл, был, где было написано «Не развита мелкая моторика». То есть то, что должно развиваться просто в бытовой деятельности. Скажите, пожалуйста, когда вы дали ребенку своему вилку в руки? Я, к сожалению, вас не слышу, но я знаю, что вилку ребенку в руки, да как можно дать вилку ребенку в руки? Почему не дать? 2 года, даже не 2 года, год и 2, когда он сел и ест за столом, когда сам взял ложку, он, собственно говоря, может вилку держать. Мне скажут, Ольга Викторовна, он же без глаз останется. Да не останется. То есть гиперопека у нас дошла до такой степени, что дети вообще ничего не умеют. А потом они не хотят уметь. Я недавно разговаривала с одним ребенком, которому 5,5 лет. Я когда сказала, так, давай будем учиться мыть посуду, он мне говорит, нет, я не буду. Я не люблю мыть посуду, я люблю только смотреть мультфильмы и играть в игрушки. Все. Вот такой интересный папа Карл. То есть он пустил Буратино, даже не показав направление, куда идти. Но как только появлялась необходимость в его присутствии, он откуда-то появлялся. Нужно было Буратино спасать от крысы, от Шушера. Он в этот момент 2 раза его спасал. Откуда он знал, что сейчас она на него нападет? Но он знал, он поддерживал его. Вспомните фильм. В книге этого нет, а в фильме, когда он воюет с Карабасом-Барабасом, непонятно откуда опять появляется папа Карл. Наверное, вот миссия взрослого такова и должна быть. Он должен быть рядом, он должен наблюдать и помочь при любой ситуации сложной, в которую попадает ребенок. Но дать ему возможность самому все это прочувствовать, понять и реализовать. Так, ну и последний слайд, который мы с вами посмотрим. Посмотрите. Этот особый мальчик с особыми образовательными возможностями и потребностями должен был обогреть дом. То есть его должны были использовать в качестве полена. Так сложилась его судьба, что он попал в общество, стал социализироваться, реализуя какие-то свои задачи, просто бытовые, ему нужно было просто выжить. Он приобрел опыт социального человека. Он узнал, как себя надо вести. И обратите внимание на взгляды папы Карла и Буратино. То есть они полны такой трогательной любовью. Они так друг друга приняли, они так друг друга полюбили, что дальше у них жизнь изменилась, она стала более комфортной, она стала более обеспеченной, безусловно, и только благодаря любви взрослого и ребенка. Ну, у меня на сегодняшний день все. Мне хотелось вам показать вот это свое видение сказки, потому что, знаете, так интересно, когда ты сказку начинаешь оценивать не с позиции ребенка, когда нам говорят, что Мальвина это хорошая девочка, а с позиции взрослого, особенно с позиции педагога. Потому что сказка любая учит не только ребенка, любая сказка учит и взрослого. Когда я своим собственным детям начала читать сказку «Алиса в стране чудес», я вдруг поняла, что это сказка для подростков. И читать ее надо подросткам. А когда Шарль Перро написал свою сказку «Красная шапочка», там конкретно были определены те категории, которые должны читать девицы изрядного возраста. И еще одна информация, которую я хочу вам дать. Вот эту сказку Алексей Толстой написал в честь и в подарок своей будущей жене. Наверное, закладывал в эту сказку как раз те педагогические устремления,
Я хотела показать своей будущей жене, что нужно делать с ребенком, чтобы он был успешным. Всего вам доброго, хороших выходных, до свидания.